Творчески подходит к делу и герой нашего следующего сюжета. Частных подворий в Волгоградском регионе с каждым годом становится все больше, растет и число редких, нетипичных для нашей области животных. Так в одном из хозяйств Светлоярского района выращивают, кого бы вы подумали, верблюдов. Какую пользу можно получить от двугорбых животных и какие условия необходимы для их содержания, расскажет наш коллега Ольга Волченко. Надменный взгляд, вальяжная походка. Не зря их называют корабли пустыни. Только вот плывут эти верблюды по бескрайним степям Волгоградского региона. Верблюды очень любопытные животные, но тем не менее гостей встречают настороженно. Чтобы найти с ними общий язык, в первую очередь их нужно не бояться. Разведение верблюдов – занятие экзотическое для Волгоградской области. Али Султанов двугорбых завел год назад. Они к хозяинам преданные. Преданные, очень преданные. Вот я же говорю, сын с ними, вот он с ними, видите, они и балуются, и кусают его. Он в основном с ними занимается, и верхом садится на эту. И в хозяйстве уже прирост. Верблюды неприхотливы в еде. Подойдут и горькие травы, и колючие ветки. А вот воды нужно очень много за раз. Они выпивают до 200 литров. Корм, вот они пасутся весь день. Вот их подножный корм, все. Ну, зимой сено, естественно. Сено, зерно. Ну, зерно они не приученные, они потому что вообще дикие были. А это вот сейчас они уже ручные. Ну, зерно, они вкус зерна не знают, поэтому. А так они зерно, хлеб, все едят. Особенность этой породы верблюдов – бактрианы. Они отлично переносят низкие температуры до -40. Длинная шерсть защищает от холода в самые лютые морозы. А в горбах накапливается жир, который летом помогает бороться с жарой. Польза от животных существенная. Молоко и шерсть используют в лечебных целях. Весной состригал шерсть, носки. Ну, кто просит, приходит, тот на поясницу, то куда-нибудь там от болезней. Пока что Али Султанов растит животных, что называется, для души, но мечтает о большой ферме. Ольга Волченко, Виталий Грищенко. Вести, Волгоград из Светлоярского района.